До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Новогодние и рождественские праздники – это очень популярная и любимая тема в мировом искусстве. Непередаваемая атмосфера зимней сказки, ожидание чуда, семейного уюта, исполнение желаний возвращает детство и будоражит. Радость Нового года для каждого из нас складывается из множества мелочей. Детских воспоминаний, запах квои, поиска подарков, традиций, надежд и ожиданий. Я предлагаю посмотреть новогодние картины русских художников живописи XIX – начала XX веков. Этюд великой княгини Ольги Романовой. Сестра последнего русского императора была, без преувеличения, выдающейся личностью и талантливой художницей. Она начала писать акварели еще в раннем детстве и при поддержке семьи достигла значительных успехов в живописи. Открытки с ее работами даже печатались огромными тиражами и пользовались большой популярностью. Великая княгиня поддерживала императорское общество русских акварелистов, участвовала в подготовке выставок. Перед вами работа Ольги Романовой «Новогоднее угощение». Было написано в эмиграции, но княгиня очень точно передала дух русского праздника. На картине мы видим накрытый стол на фоне украшенной елки. На белой скатерти стоит самовар, чайный сервиз, баночка варенья и праздничный пирог. В картине Сергея Досекина «Подготовка к Рождеству», 1896 год. Семейная атмосфера ожидания праздника запечатлена. На ней не видно елки и подарков, но в центре композиции дедушка и внуки, которые готовят гирлянды и украшения для дома. Еремина. Новогодние хлопоты. На полотне мы видим радостную семью. Папа несет елку, мама торт в коробке, а маленькая дочь фигурку Деда Мороза. Вокруг множество людей со свертками. Все стараются накупить к празднику подарков. Елка. Александр Дудин, 1953 год. На полотне елка изображена праздничная хвойная красавица, украшенная стеклянными игрушками и блестящим дождиком. Именно так украшали елочки в советское время. Елки украшали простоватыми фигурками в виде шариков, шишек и грибков. Картина очень хорошо передает сказочную атмосферу Нового года.